Добрый день, уважаемые члены жюри и участники. Меня зовут Иванова Алгыстана. Я ученица 6 класса Игальжинской СОЖ имени Дмитрия Ивановича Павлова. Тема моей работы – влияние мобильных игр на школьников. Руководитель Иванова Любовь Егоровна. Актуальность. В настоящее время среди учащихся школы очень популярными становятся мобильные игры и приложения. Порой школьники подолгу засиживаются за такими играми и не успевают подготовиться к урокам, не общаются с обществом и семьей. В итоге они начинают отставать в учебе, терять интерес к общению, который становится менее важными, чем пройденный уровень игры. Цель – выявление влияния мобильных игр в жизни школьника. Составление рекомендаций. Задачи – изучить имеющуюся литературу по данному вопросу, провести опрос среди учащихся с целью выявления интереса к мобильным играм, обработать и провести анализ результатов опроса, составить брошюру с комплексом рекомендаций по использованию мобильных игр. Методы исследования: опрос, сравнение, изучение. Новизна: составление анализа влияния мобильных игр для детей, выявление нарушений, отклонений в правильности использования мобильных игр и приложений. Составление рекомендательной брошюры по использованию мобильных игр и приложений. Предмет исследования: мобильные игры и приложения. Объект исследования: учащиеся Игальжинской школы. Проведение опроса. В нашем опросе участвовало 30 учащихся школ. Опрос имел следующие вопросы. Первое. Твои любимые игры. Второе. Какие игры ты предпочитаешь? Сетевые, однопользовательские. Третье. Список игр на твоем телефоне. Четвертое. Сколько времени вы проводите в телефоне? Пятое. Ограничивает ли вас родитель сидеть в телефоне? Процент ответов на все вопросы составляет 100%. На таблице вы можете увидеть ответы учащихся. Сейчас мы их проанализируем. Анализ первого вопроса. Твои любимые игры. Самым популярным в мире является PUBG. Самой популярной в России тоже PUBG. Бравл Старс. Популярный среди участников нашего опроса был Бравл Старс. Анализ второго вопроса. Какие игры ты предпочитаешь? Большинство учащихся выбрало сетевые игры. По моему мнению, дети хотят общаться в играх, поэтому предпочитают сетевые. Анализ четвертого вопроса. Сколько времени вы проводите в телефоне? Норма использования является 4 часа, и 14 учащихся придерживаются этой нормы, а остальные 16 сидят 10 часов в день. Анализ пятого вопроса. Ограничивают ли вас родители? Большинство участников ответило «да». Но посмотрите, те же 16 участников в прошлом вопросе ответили, что сидят 10 часов. Получается, их родители плохо контролируют их. Как влияют игры на детей? Несоответствие рекомендованным нормам, отсутствует родительский контроль, не соблюдается время использования мобильных устройств, играет в игры, соответствующие возрасту ребенка. Влияние ограничительных мер нераспространения COVID-19 усугубляет зависимость детей от социальных сетей и мобильных игр. Дети воплощают отсутствие общения с людьми через мобильные игры, знакомятся с неизвестными людьми, идут на контакты с незнакомцами, пополняют общение с друзьями через мобильные приложения. Последствия. Постоянное сидение за телефоном может вызвать негативные последствия. Ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и опорно-двигательным аппаратом, затекание кистей рук. Вывод. Мы составили брошюру с рекомендациями для родителей, которые носят обучающий и воспитательный характер. По итогам вопроса родители не знают, в какие игры играют их дети. Эта брошюра поможет родителям, психологам и классным руководителям. По итогам опроса родители не знают, какие игры играют их дети. Например, ученики начальных классов играют в игры, не соответствующие под их возраст. Когда они ознакомятся с брошюрой, то поймут содержание игры и с какого они возраста. Спасибо за внимание.